Ногай был правнуком Джучи, однако не мог наследовать трон, поскольку его дед Бувал был рожден не от законной жены Джучи, а от наложницы, что лишало Ногая права на ханский титул. Ногай начал свою карьеру как войсковой командир при Берке, сражаясь на Кавказе против Хулагу, монгольского правителя Ирана. Также он организовывал военные походы на Балканы. При воцарении Менгу-Тимура Ногай отказался поддержать его, потому впал в немилость у хана, был отстранен от ханского двора и удалился в свои владения в причерноморских степях. В своем улусе Ногай правил словно независимый хан. Он укреплял свои позиции на международной арене и накапливал силы для возвращения к ханскому двору. После смерти Менгу-Тимура Ногай вернулся в столицу Орды. Там он помог прийти к власти новому правителю, Туда-Менгу. В ответ тот сделал Ногая Беклярибеком, первым лицом после хана. Но Ногай мечтал достичь еще большего могущества и власти. И поскольку Ногай не имел права самостоятельно занять престол, он стал свергать с трона и возводить на него угодных себе ханов. Так, рассорившись с Туда-Менгу, он сверг его с трона и заменил Тула-Бугой. А когда и Тула-Буга восстал против Беклярибека, Ногай устранил и его, возведя на престол своего следующего ставленника, 17-летнего Токту. Поначалу юный Тохта послушно выполнял все указания Ногая, но затем, повзрослев, пожелал освободиться от этой зависимости. Потому вскоре между ханом и Беклярибеком разразилась война.